Вот так вот женщина 5 лет отрабатывала на одном месте, 5 лет у нее держали вот эту ВНЖ-карту, сами продлевали, ее возили. 5 лет она была в порабощении. Это часто бывает так, что, получив генеральную доверенность, этот человек представляет полностью все ваши интересы во всех органах. Да? Например, изготовление пластиковых карт идет по адресу. Да? Они там по генеральной доверенности пришли, заказали, вы пришли вместе с ними, подали свои биометрические какие-то данные, после этого идет изготовление карты, а там, например, они пишут, карту после того, как изготовили, там посылайте по такому-то адресу. Это пойдет доверенному лицу, который вас потом будет шантажировать. Заплати вот столько, потом я тебе дам эту ВНЖ-карту. И они не могут никуда ни трудоустроиться, ни уйти. То есть они там в порабощении должны дальше работать. И всегда читайте, что вы подписываете, кому вы даете. Возьмите копии их паспортов, адрес их проживания, телефоны, документы, кем они являются в этой компании. Да? Является ли он там директором этой компании или учредитель, это соучредитель компании. Да? Никогда не подписывайте никаких ни генеральных, ни обычных. Всегда читайте контракт, что вы подписываете, где вы будете работать. Все это уточняйте заранее, чтобы не попадать в такие плохие ситуации.